Единственный и неповторимый. Так коротко характеризует вот этот анализатор. Далеко не каждая лаборатория может похвастаться этим оборудованием, а вот нуждаются в нем все. Он позволяет выявить в крови специальный маркер. 1,5 часа на исследование и точно можно сказать, злоупотребляет пациент алкоголем или нет. Раньше было все куда сложнее. Диагноз наркологи ставили больше на своих наблюдениях и сборе информации о больном, а теперь получают вполне обоснованное заключение. Что такое вообще злоупотребление алкоголем? Это ежедневное употребление 50 мл крепкого алкоголя в течение 2-3 недель, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. И в этот период времени печень человека начинает вырабатывать фермент – карбогидрат-дефицитный трансферин. И вот обнаружение в крови этого фермента свидетельствует о злоупотреблении человеком алкоголя. То есть это оказывает очень большое диагностическое значение в работе врача-нарколога, потому что врач-нарколог, во-первых, может поставить правильный диагноз, может решить вопрос о взятии или снятии пациента с наркологического диспансерного учета. А этот аппарат – главная рабочая лошадка клинико-диагностической лаборатории. Здесь проводят все химико-токсикологические исследования. Современный хромотомаз-спектометр способен вывести на чистую воду все известные синтетические наркотики. Его аналог тоже справлялся с этим неплохо, но значительно уступал в скорости. Он был очень маломощный. Там было всего на 8 виалок. Видите, вот здесь сейчас 150, а там было 8. Спектр, который нужен для подтверждающих методов и новые библиотеки, они достаточно свежие, все 2017 года, поэтому на данный момент каких-то затруднений в выявлении новых синтетических каннабиноидов особо не существует. Весь спектр охвачен. Обновление было по-настоящему долгожданным, говорят в лаборатории. Последний раз новое оборудование здесь получали аж 10 лет назад. За это время не только технологии, но и законодательство шагнуло вперед. По новым требованиям проходить химико-токсикологическое исследование должны те, кому нужна лицензия на оружие, а значит все наши охотники, полицейские, охранники, авиаторы. И это далеко не весь список. Нагрузки на лабораторию выросли в разы, и устаревшее оборудование просто не справлялось с такими объемами. За сутки в этой лаборатории исследуют больше 50 проб. Биоматериал везут со всей республики. А недавно еще и соседи Снейнского автономного округа стали прибегать к помощи наших медиков. А за прошлый год в лаборатории провели больше 3000 исследований только на наркотические и психотропные вещества. К сожалению, медиков почти половина проб с положительным результатом. Современное оборудование поможет наркологической службе региона оперативнее реагировать на вызовы не самых социально положительных представителей общества. Виктория Палкина, Павел Ленмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.